Добрый день, дорогие соотечественники. Наступившим Новым годом еще раз поздравляю вас всех. Здоровья вам, семейного благополучия и удачи. Сегодняшняя наша тема называется «Вор-президент в стране рабов». Начнем с того, что строить якобы столицу Ахалского вилаята. Давайте сперва дадим оценку действиям его на территории Ахалского вилаята. Господа воры, с каких средств вы строите этот город? Бердымухамедов, это, по-твоему, умный город, что там есть интернет или конвертируется манат на доллары, и люди обеспечены работой, и есть в достатке вода. В Анау всегда были проблемы с водой. Кому ты врешь, Бердымухамедов? Кого ты хочешь обмануть? Как вы распределяете бюджетные средства? Как твое правительство планирует бюджет на следующий год, Бердымухамедов? Если они знают, что это такое, что такое бюджет, а может и не знают, тогда скажи, куда ты делишь бюджетные деньги? Только на Ахалский вилаят и на остальные области тоже? Тогда что ты там построил? Ты там улучшил водоснабжение или дороги? Что ты сделал? Дальше, чем Ахалского вилаята или там Геоверса. Ты что-нибудь сделал, Бердымухамедов? Или ты поставил земснаряд, чтобы чистили русло Каракумского канала? Там уже почти вода не доходит до Ахалского вилаята. Лава только идет. Кому ты лапшу вешаешь, Бердымухамедов? Построили город Ашхабад, новый Ашхабад построили на сейсмически неустойчивом районе. Нет воды в достаточном количестве. На второй этаж даже зимой вода не поднимается в Ашхабаде, в центре города. И ты построил такие дома, в котором никто почти не живет, это мраморные дома. Поставил себе памятник, Бердымухамедов. И ты думаешь, что ты обманешь тех дипломатов, политиков, который прибывает в Туркменистан, этой частью города Ашхабада, или вот это построенный, этот самый твой умный столица, в кавычках, Ахалского вилаята. Ты этим думаешь, обманешь мировую общественность и покажешь благополучие Туркменистана, как народ его живет. Хорошо, да? Это обман, Бердымухамедов. Твоя политика держится на обмане, на воровстве, Бердымухамедов. Вот два момента ты избрал для своей политики. Это обман и воровство. Третий тоже обман. Ты фальшиво показываешь свои результаты, достижения, как будто ты спортсмен, там, велогонщик, там какой-то ты певец или там какой-то композитор. У тебя ничего нет, Бердымухамедов. Ты врешь просто. Ты научился врать. Ты мошенник, Бердымухамедов. Ты обокрал казну. Поэтому в банках нет денег на конвертацию маната, на доллары. Ты такой жадный, Бердымухамедов. Сколько ты миллиардов не украл, ты опять будешь продолжать красть. И никогда конвертации в Туркменистане не будет. И народ ты хочешь, чтобы молчал, чтобы они были как рабы. Да, ты хочешь с них делать рабов. Клан Бердымухамедова управляет страной, зарабатывает его экспорта, его энергоресурсов миллиарды, остальной народ рабы. Поэтому ты их преследуешь, активных людей, сажаешь в тюрьму, ты разрушаешь их дома, ты разрушаешь будущее еще не родившихся туркмен, Бердымухамедов. Ты враг народа, Бердымухамедов. Бердымухамедов, ты диктатор.
безраздельно пользуешься богатством Туркменистана. Ты считаешь это, ты унаследовал от своих предков. А кто твои предки, Бердмухамед? Они откуда приехали в Туркменистан? Ты кто такой вообще? Нормальный человек, у себя дома, у детей хлеб не ворует, потому что это его семья. Нормальный лидер у своей страны, у своего народа не будет воровать деньги до такой степени, чтобы народ не смог конвертировать свои деньги на иностранную валюту. Во всех областях ты только занимаешься воровством, Бердмухамед. Ты диктатор. Потому что ты хочешь, чтобы народ молчал. Ты их преследуешь. Ты заставляешь их покинуть родину. Ты их сажаешь в тюрьму. Ты никому не даешь сопротивляться. Нет в стране свободы слова. Вот вся твоя деятельность. Ты, Бердмухамед, в 2016 году незаконно поменял Конституцию Туркменистана. Твои выборы 12 февраля 2017 года и 12 марта 2022 годов признаны нелегитимными. Значит, ты сам, твой сын сидите незаконно и занимаете туркменское правительство. И свое вот это незаконное действие выкупаешь ты за счет экспорта газа. Ты интегрировался, Бердмухамедов, в такую олигархическую систему, которую тебя поддерживали до сих пор. Но теперь время уходит, Бердмухамед. Теперь поздно. Теперь надо тебе поскорее передать свою власть туркменскому демократическому движению. Поскорее это делай. Ты уже не успеваешь. Ты не станешь Хамейни иранским. Ты не отмоешься, Бердмухамедов. Незаконные аресты, убийства в тюрьмах, Бердмухамедов, незаконное разрушение домов, воровство казны, Бердмухамед, обман народа, всего народа, всего мира, весь мир ты обманываешь, Бердмухамед. За что ты не возьмешься, везде обман. И любой вопрос, касающийся тебя, отвечает на другой стороне. Он преступник. Даже расследование не надо проводить, Бердмухамед. Все видно. И вот так про тебя знает в Европе, вот так про тебя знает на Западе, Бердмухамедов. Ты не скроешь свои недостатки своим умным городом, ворованными деньгами. Про тебя все знает и все знает. Тебе пора уходить, Бердмухамедов. Пришел час, ты должен делать оттуда, как говорится, ноги. Ноги в руки и беги, и сыночка своего не забудь. Или оба сядете в тюрьму, в разных камерах будете сидеть. Сначала там Авдушукрия с камер, 12 камер, одиночные. Там каждый будете посидите в одной камере, посмотрим, как вы там посидите. Одну зиму проведите там. Авдушукрия, это в городе Чаржов. Вот где вам надо сидеть, Бердмухамедов. Что вы заслужили вообще, Бердмухамедов? Своим воровством, своими преступлениями. Уходите немедленно. Уважаемые граждане, значит, это в начале года наша первая передача. Это анализ ситуации в Туркменистане, что происходит, что сделало правительство Бердмухамедова, и что дальше нужно делать. И как к этому относится мировая общественность. Да, вы, наверное, знаете и слышите, что Туркменистан на устах всех политиков и дипломатов,
как негативная страна, нарушающая права человека. А дальше будем работать и посмотрим, успеешь ли ты уйти бедным победам. Адам Нуркотлаур. До свидания.